В Абхазии проблема наркомании остается одной из главных. А у нас в студии главный нарколог страны Ирма Ануа. Поговорим о тенденциях последних лет. Ирма Константиновна, спасибо, что здесь с нами в студии. Итак, сегодня очередной повод поговорить вообще о такой одной из главных, можно сказать, для нашей страны проблем. И вы, как человек, который непосредственно занимается этой проблемой, что вы замечаете, какие тенденции отличают вот этот год, последние, вот, можно сказать, годы? Последние годы особенностью является то, что злоупотребление стало носить большой такой характер именно таблетированными формами различных психоактивных веществ. Некоторые из них занесли в список строгого контроля и учета, некоторые еще свободно продаются в аптеках. И вот именно сейчас чаще отмечается, что злоупотребление в дальнейшем инъекционными наркотиками начинается именно сначала, изначально вот с употребления различных аптечных так называемых наркотиков. В наркологии мы их называем, эти препараты, аптечные наркотики. Вот употребление этих веществ приводит в дальнейшем к употреблению более сильных, тяжелых наркотиков. Но перечень этот постоянно обновляется, этих препаратов медицинских, которые потом становятся, употребляются. Сейчас не будем называть, конкретные препараты, но вот эта тенденция до сих пор, увеличение этого перечня. Мы не успеваем, контроль не успевает за предложением этих различных веществ. Запрещаем одни, появляются другие, запрещают эти, появляются новые. Это всегда такой на один шаг позади. Ирма Константиновна, среди людей, которые к вам обращаются и становятся на учет, интересно посмотреть, в каком возрасте первое употребление. Понятно, что не все приходят к вам, но именно особенность, вы спросили об особенностях, я как раз в этом ключе хочу сказать, что особенностью является то, что если раньше как-то молодела наркомания и как-то пациенты моложе становились, то сейчас, что настораживает, к нам обращаются люди, которые впервые начинают употреблять наркотики в возрасте от 35 лет и старше. Вот это очень настораживает, конечно, когда... О чем это говорит? О том, что большое предложение, наверное. В таком осознанном возрасте, в 40 лет, казалось бы. Да, но когда тебя окружают большие, и ты часто, людей, употребляющих наркотики, становится много, и ты часто вращаешься в их среде, то в какой-то момент в состоянии либо алкогольного опьянения, либо какого-то душевного расстройства человек может решить, что один раз расслабиться, находясь не совсем, может, в трезвом состоянии. И этот момент такой один раз попробовать, в каком-то состоянии пробуют, а потом дальше развивается зависимость, и это становится систематическим употреблением. Я несколько лет занималась этой проблемой, проектом телевизионным, и я помню с героями этого телепроекта, когда общалась, они все говорили о том, что первое употребление еще в школьном возрасте происходило. Это, конечно, не может не огорчать, не удивлять, как так дети, как родители этого не видят. К вам школьники попадали? Школьники попадают редко. В основном в школьном возрасте они начинают пробовать все-таки больше марихуану и сейчас уже таблетки различные. А именно инъекционные наркотики это крайне редко происходит. Это прямо эпизодические случаи все-таки, не система. Больше марихуана, таблетки. Это же наркомания имеет такой розовый период употребления, когда ни близким незаметно это состояние, ни проблем никаких нет, связанных с употреблением наркотиков. Этот розовый период, со здоровьем нет. И этот розовый период может длиться несколько лет, и как раз могут и не заметить. Потом, когда это в подростковом возрасте начинается, часто эта перемена настроения, поведения, иногда часто родителями, они считают, что это переходный возраст, понимаете? И под переходным возрастом маскируется это злоупотребление. Поэтому можно и не заметить. Бывает и так, конечно. А вообще разделение на легкие, слабые, сильные наркотики, вы к этому как относитесь? Потому что у нас в обществе есть мнение, что он употребляет легкие, но это не страшно, даже родные, близкие говорят, что, слава богу, не инъекционные. Это не так, естественно, это не так. Многие таблетированные препараты, которыми злоупотребляют, они похуже инъекционных наркотиков, имеют последствия. И практически всегда, если
Знаете, как вот было так, что там курение марихуаны там могло не привести к употреблению инъекционных наркотиков, допустим, да, то употребление таблетированными препаратами практически всегда приводит в дальнейшем к употреблению именно инъекционных тяжелых наркотиков, употреблению. Но в нашей стране несколько лет назад пошли путем ужесточения за сбыт, за распространение наркотиков, потому что в обществе обсуждается эта тема, и многие склоняются к тому, что больше нужно наказывать тех, кто распространяет, именно завозит наркотики. Ну вот был принят закон такой, который ужесточает наказание. Но, на ваш взгляд, он оказался эффективным? Вот вы по своей статистике, что могу сказать? Что вот именно, знаете как, вот именно ужесточение не за распространение, не в этом ключе. С распространителями мы как-то не так сталкиваемся часто. Все-таки мы в основном сталкиваемся с употребляющими. С ними правоохранители борются. Меньше стало употребляющих? Не то, что меньше стало употребляющих. Знаете, вот эти законы, которые ужесточили наказание за вождение транспортным средством в нетрезвом состоянии, ужесточили там штрафы, наказания, лишения прав. И вот эти меры, такие административные, скажем так, они повлияли, знаете, в каком ключе? Люди все-таки стали трезвыми, больше садиться за руль и хотят бросить и марихуану, потому что она же тоже долгое время потом остается в организме, показывают тесты, выявляется, и штрафы очень высокие, лишение права. Для людей это заработок. И вот именно эти административные меры как-то, это то, что мы заметили, влияют на то, что люди хотят перестать. И многие обращаются с просьбой там прочистить организм, там как-то восстановиться и прекратить употребление. Вот. А так, другие меры, чтобы уменьшилось количество, как вам сказать, статистика по обращаемости, она не уменьшается. Обращаемость не уменьшается, ведь это можно расценить еще и так, что может быть, улучшилось там качество оказываемой помощи, из-за этого люди, кто-то не выехал, обратился к нам, может быть. Сказать, что прям общая картина отражается этим, тоже я не могу однозначно сказать так. Но по нашей статистике не снизилось количество пациентов, которые обращаются, количество людей, которых задерживают сотрудники милиции, не уменьшается. А в целом по стране, я понимаю, что точных цифр нет и сложно вообще назвать, но тем не менее, вот по вашим данным, какое количество у вас на учете? Да, у нас в этом году была цифра состоящих на учете больше, чем все предыдущие годы. К концу 2023 года у нас на учете состояло 3419 человек. Если, допустим, в 2022 это было 2910, а в те года все меньше и меньше, то вот в 2023... Я помню, 2,5. Да, 2,5. Что-то сейчас уже 3,5 почти человек было взято на учет. Но это с алкогольной, с наркотической зависимостью. Но если конкретно по поводу наркомании, сколько, да, это 1486, 1500 человек. Вы имеете в виду наркомания и алкоголизм вместе когда? Вместе нет, я имею в виду, что вообще пациентов и с алкоголизмом, и с наркоманией вместе 3500 состоит на учете. Из них только по поводу наркотической зависимости, 1500, так если округлять. На ваш взгляд, да, от реальной ситуации, насколько эти цифры отличаются? От реальной ситуации отличаются в разы, конечно, потому что очень много есть людей, которые на сегодняшний день, может быть, пока еще не употребляют инъекционные наркотики, но уже употребляют таблетированные различные препараты, которые непременно приведут в итоге к употреблению. Потом они, знаете, начинают употреблять наркотик, якобы, чтобы отойти от употребления таблеток. И, это замкнутый круг, возвращаются потом к таблетам, потом к алкоголю и по кругу. Да. А в некоторых странах соседних, да, тоже пошли другим путем, наоборот, либерализации законодательства занимаются. А вот как вы к этому относитесь? Вообще, какой путь Абхазии лучше выбрать? Потому что проблема наркомании, она напрямую связана и с демографией, с экономикой, с будущим нашей страны. Да. Я думаю, нужно рассматривать опыт многих стран,
которые все страны борются, каждый там по-своему с этой проблемой. И во финансовых тоже да, возможностей, конечно же. Нету, да. Ну и надо просто, я считаю, нужно перенять опыт всех стран, где какие есть положительные моменты. Помощь должна оказываться... Заболевание очень разнообразное. Люди по-разному болеют. Если вот такие вот... Если там по поводу каких-либо заболеваний есть рекомендации, да, вот если такой диагноз, то вот так лечится, такой лечится так, там вот определенный, да, то в наркологии все очень индивидуально. То есть вот лечение очень индивидуально. И поэтому подходы в лечении должны быть различные. Каждому пациенту должен подбираться именно тот метод, который для него наиболее эффективный. Вот. И реабилитационные программы должны быть, конечно. Может быть, даже я считаю, что строить реабилитационный центр в Абхазии не столько рентабельно и выгодно, сколько, может быть, вложить какую-то квоту для оплачивания этой реабилитации за пределами Абхазии для пациентов, потому что именно в реабилитации очень большое значение имеется удаленность от места жительства. Абхазия маленькая страна, и сейчас удалить пациента от места жительства сложно сейчас. Вырвать из привычной среды. Из привычной среды. Вот для этого, если были бы какие-то квоты государственные все-таки для проплачивания вот этой реабилитации, может быть, не полностью, а частично как-то помочь пациентам, я считаю, что это было бы очень хорошо. Вот это один шаг, естественно. Я говорю именно то, что касается лечения и реабилитации. Я не могу сказать это как вот профилактика какая. Профилактика — это больше образовательное, образование занимается профилактикой. Там силовики занимаются нераспространением, понимаете? Вот их сферы я не могу говорить, как правильно делать. А в плане лечения, то, конечно, нужно обязательно иметь квоты для реабилитации пациентов за пределами Абхазии. Ну и в лечении все-таки нужно там материально-техническую базу все-таки улучшать, потому что когда пациент болеет, ему плохо, имеет большое значение то, в каких он условиях находится. Ему и так плохо, еще когда он нормально не может душ принять, такие вот элементарные вещи, все-таки это должно быть учитываться, когда человек становится на путь исправления. Вы часто употребляете слово «лечение», но у нас в стране к этому относятся как к заболеванию, вообще как-то законодательно. Как это не оформлено, насколько я понимаю. Как это? Наркозависимый, как мы его воспринимаем? Это как больной с точки зрения человек. закона. Это больные люди, но они часто в силу своего заболевания могут вести, как вам сказать, криминальный или полукриминальный образ жизни, который их болезнь их заставляет там идти на какие-то преступления, связанные именно с наркотиками. Так что эта болезнь, естественно, она приводит к таким социальным последствиям. У слушателей наверняка возникнет вопрос. Вот когда наступает болезнь, а когда это вот этот розовый период все-таки? Где эта граница? Да, Потому что не может быть, да? Знаете как, у нас, у наркологов есть четкие параметры, когда диагноз уже выставляется. То есть это определенный синдромокомплекс, который формируется. То есть это изменение толерантности, там, употребление вида. То есть есть определенные симптомы наши медицинские, когда мы выставляем диагноз наркомания или алкоголизм. Это чисто медицинские параметры. Вот. Розовый период, когда у пациентов, это диагноз уже может быть наркомания выставлен, но просто это еще незаметно для окружающих. И часто в период розовый редко пациенты попадают в поле зрения наркологов, потому что еще все очень скрыто. Еще пока он, как говорится, его и милиция еще ни разу не останавливала, он еще и не воровал из-за того, что потому что пока ему еще доверяют родители, они еще считают, что он там, ему деньги правда нужны на какие-то там хорошие вещи. Вот. И вот это мы называем розовым периодом. А есть период в медицине, это когда эпизодическое употребление, когда еще нет систематического употребления, так называемый поисковый период, когда человек пробует. Но это обычно у подростков бывает, когда он пробует различные психоактивные вещества. И сейчас, конечно, и мне очень тяжело, я понимаю, как тяжело подросткам, когда, если он попадает в среду, где многие употребляют, вот по соседству такие, в школе такие, вот если он попадает в такую силу среду, возраста, некая неуверенность. Силу возраста и неуверенности, вот понимаете, часто может возникнуть соблазн. И очень тяжело вот подростку, именно они уязвимы в этом плане. А из моего опыта сейчас последних лет, что даже взрослые люди могут осознанно вдруг
попробовать что-то. Это, конечно, то как быть подростку устоять? Вы знаете, опять возвращаясь к моему проекту, я помню, когда мы делали выпуск про женскую наркоманию, то у некоторых были вот такие круглые глаза, когда, ну как, где вы здесь найдете в Абхазии женщин, которые употребляют? А как оказалось, они были, и, насколько я знаю, сейчас их тоже немало. Вот вы по своей практике что видите? Да, их женщины, употребляющие наркотики, конечно, есть. И вот в этом году пока еще не попадали, но в прошлые годы были, даже с передозировкой попадали. И вы знаете, опять такое странное... Такого гендерного разделения, как некоторые думают, нет. Да, нет, конечно, тоже. Женщин меньше, но тоже есть. И вот эти таблетки, к сожалению, тоже стали как-то популярны среди женщин. Типа от депрессии, типа для бодрости, понимаете? Вот начинается все так вот. Ну, а иногда попадают такие женщины, что так странно, но никогда в жизни бы не подумала и не сказала бы, что женщина употребляет такое вещество, как мефедрон, например, понимаете? Мать, дети, все, и она на мефедроне. Это просто несовместимые иногда, вот в сознании не укладывается. Такое бывает тоже. Мне бы хотелось, чтобы мы, может быть, помогли предотвратить какие-то вещи, может быть, родителям вовремя обратить внимание. Вот какие такие сигналы, звоночки очень важные, которые позволят увидеть вовремя. Я знаю, что вот по историям, которые мне приходилось снимать и знать, родители вот в последнюю очередь узнают, отказываются верить, признавать эту проблему. Да, но да, тем такое не менее... случается. Такое, да, всегда так, вернее. Ну, знаете как, надо быть очень близким со своим ребенком. Вот это вот, к сожалению, иногда занятость родителей, работа, бизнес, это все отвлекает от детей. У детей репетиторы, няньки, вроде от одного учителя к другому, но все-таки очень важно проводить время вместе со своим ребенком. И если вы часто в тесном контакте, если вы каждый вечер что-то обсуждаете, то непременно родитель почувствует, когда какое-то изменение... Перемены, да. А если это все формально, как бы, понимаете, происходит там, вот иногда родители понимают где-то, что они недостаточно много времени уделяют ребенку в плане общения и стараются это искупить лишними подарками, какими-то гаджетами, финансовыми такими поддержкой, все. И это вот как раз тот момент, когда упускается этот момент, и можно не заметить. Все-таки самое главное, знаете, все всегда одинаково, все годы. Это очень близко, такой тесный контакт со своим ребенком, с его друзьями, и вот вместе совместные праздники, совместное времяпрепровождение. То есть подросткам, знаете как, их не запугивать надо, а предложить альтернативу. То есть не вот такую жизнь, которая приводит к к болезни, к смерти, а другую, когда все вместе, когда общие праздники, когда отдых, когда совместное времяпрепровождение, вот любовь, тесный контакт и так далее. Ориентиры какие-то нужны детям, конечно же. Мы эти дни все радовали за нашу сборную, и обладатель золота здесь был у нас в студии. Вот это, мне кажется... Да, вот это хороший пример. Великолепный просто. То есть детей всегда просят врача: напугайте. Не напугать надо ребенка. Ребенку надо показать светлое, хорошее. Вот этим надо заниматься. Ирма Константиновна, еще одна важная проблема — это проблема созависимости, проблема семей, близких, которые, на мой взгляд, страдают больше, чем сами употребляющие наркотики. Вот какая возможность для оказания им какой-то психологической помощи? Потому что я знаю, вот опять же, возвращаясь к этому проекту, когда среди ночи мне звонила мама одного из в общем, героев в слезах, что мне делать? Вот искала помощи у журналиста. Вот вы знаете, что делать с людям, Я понимаю, что это сложный вопрос. Вы знаете, что часто их поведение такое же, как у их детей, как у пациента, скажем, больного. Почему он и называется созависимый? Фактически все признаки заболевания у них одинаковые. Точно так же, как наркомана ты не затащишь иногда вот в те программы, которые эффективны. Например, мы говорим, помогает группа анонимные наркоманы, анонимные алкоголики, это сообщество. Пойдите, посмотри, послушай. И вот точно так же предлагаешь родителям. Иногда они, когда говорят мне, вот приведу, я говорю, давайте сделаем так. Прежде чем вы приведете его на лечение, вы один раз пойдете на группу. И вы знаете, вот этот один раз ты не можешь затащить родителя, который не наркоман, не алкоголик, на эту группу анонимную. А это что, стыд
перед кем-то рассказать, тебя увидят или даже что? не надо рассказать. Ты придешь на группу, ты просто послушай, посмотри. Туда зайдешь, и оно само тебя поведет. Это уже группа. Ты, знаете как, не надо заранее даже никаких инструкций давать человеку. Туда нужно просто только зайти, а потом все само по себе расставится на места. И вот это вот завтра, потом, послезавтра, когда-нибудь брошу, я в любой момент могу, и они точно так же. Потом пойду, сейчас это не важно, им важнее капельница какая-то, которую назначит врач, понимаете. То есть они опять обращаются к тому, что не поможет, что не самое важное, а важные другие какие-то моменты. Вот. Ну вот это вот есть, да. И когда пациента, если удается все-таки лечение хорошо вот определить и потом отправить в реабилитационный центр, когда вот это все такой полный комплекс мы осуществляем, то потом уже из центра идут онлайн-группы и всегда работают с созависимыми. Значит, если там муж-жена, то обязательно с созависимой женой работают психологи из центра онлайн или с мамой, с папой, потому что, вы знаете, вот это вот лечение пациента иногда даже не имеет смысла, если родственники здесь не изменят свое поведение, и пациент возвращается в ту же среду. Они иногда думают, что та же среда имеется в виду среда потребителей, которые живут на соседних улицах, а иногда это имеется в виду дом-семья, в ту же, да, среду, где вот эти созависимые люди, и начинается опять неправильное взаимоотношение. Дело в том, что члены семьи являются заложниками ситуации, где-то чувство вины их преследует. Да, и поэтому нужно слушаться, когда тебе говорят, пойди на группу, послушай вот эту лекцию психолога. То есть начать нужно с себя. Надо оставить в покое вот этого зависимого сейчас на минуточку, оставить в покое и заняться собой, своим состоянием. Это помогает вылечиться потом пациенту в дальнейшем. Часто исцеление пациентов начинается с правильного поведения родственников. Если оторваться немного от Сухума, здесь есть вы, но в районах вот понятно, что не все могут приехать, транспорта нет. Там какие возможности? Первую помощь оказывают в центральных больницах всегда, в районных больницах. Это что при отравлениях, при передозировках. И потом уже, если есть необходимость, они переводят их к нам, либо если там тяжелое соматическое состояние, иногда и в реанимацию, в республиканскую больницу, чтобы пациента полностью стабилизировать. Вот. А в дальнейшем потом уже лечение, есть пациенты, которые обращаются к нам за лечением, есть, которые выезжают куда-то. То есть, в принципе, на нашу территорию один нормальный центр было бы достаточно, на нашу территорию. В чем, на ваш взгляд, сложность? Наверняка вы с компетентными структурами обсуждали этот, в том числе, проект. В чем сложность? Отсутствие денег, места, желания, открытие центра? В смысле центра я имею в виду не реабилитационного, я имею в виду стационарного лечения. Достаточно. То есть вашего центра хватает на всю страну? Его оснастить, там койки, территория, как-то чуть-чуть нужно, понимаете, у нас такие условия, что мы не можем длительно пациента оставлять в стационаре. И у нас, поэтому наше лечение, как вам сказать, оно короткое, и все эти дни направлены на то, чтобы не только пациента стабилизировать, каждый день ты обрабатываешь родственников, просто чтобы дальнейшие, какие планы дальше. Просто сделали капельницы, сняли ломки, это возвращение заново в употребление. То есть это короткое время мы определить должны его дальнейший путь. Либо он идет в группы и активно там работает, либо он амбулаторно продолжает лечение, то есть такие тоже есть пациенты, которые к нам каждые 10 дней приходят на консультацию, мы корректируем назначение, они рассказывают о своем состоянии, то есть видишь, пациент с тобой сотрудничает, приходит, уходит, держится трезвый, и а потом вдруг появляется через 5 лет и рассказывает, что спасибо, я уже 5 лет трезвый. Такими понимаете, историями, кстати, хочется наш эфир все-таки положительными, если бы я не видела эти положительные моменты, то руки бы опустились бы, потому что неудач очень много в лечении, понимаете, наших пациентов. Но если бы не было этих благодарных, счастливых выздоровлений, то вообще бы не было бы никаких эмоциональных сил заниматься пациентами. И эта группа анонимная, что у нас существует, анонимные наркоманы, там же многие из бывших пациентов наших. И практически каждый день, видя их, это дает силы, ты видишь 8 лет трезвости, 10, а ты знаешь, с чего все начиналось, какой был, какой стал. И каждый день я их вижу, каждый день. И они сами радуются своему такому перевоплощению. Они сами радуются перевоплощению, и
Их слова благодарности, это стоит большого, понимаете? Ну, не знаю, там, наверное, когда Оскар вручают, как радуешься, так и ты, когда тебе пациент говорит, что вы моя спасительница, это, конечно, дорогого стоит. Но эти группы не только в Сухуми Они есть, есть и уже в районах. городах, в Абхазии, да, есть уже. Ну, она была вообще с самого начала в Гаграх, была первая группа, потом открылась в Гудаутах группа. Знаете, как на восток продвигаемся. Теперь, значит, она вот в Сухуми уже много лет есть, и сейчас уже открыли в Ачимчире тоже группу, но пока она еще не такая большая, 2 раза в неделю они собираются. И, насколько я знаю, может, ошибаюсь, но и для созависимых, для родственников такие группы тоже существуют. Вы знаете, созависимые у нас в группы не собираются все-таки, но онлайн есть возможность работать онлайн. И, конечно, это одна из таких важных терапевтических, можно сказать, функций, когда ты видишь выздоровление человека. Иногда это действует лучше, чем какие-то препараты. Естественно. Вы знаете, даже я всегда им говорю, вот выбирай. Либо ты идешь на группы, и даже тебе не нужны будут препараты, ты отойдешь быстро. Либо ты не хочешь ходить на группы, но долго придется пить лекарства. И выдержишь ли ты, устоишь ли ты этот путь длинный, намного проще и намного комфортнее выздоравливать в группе. Но у каждого свой путь. Бывают такие, которые вот, ну, не хотят, и все. И такие тоже бывают случаи, когда не ходят на группы никуда, но как-то все-таки остаются в трезвости. И такие тоже есть. Но, конечно, вот то, что прям наглядно мы видим, это сообщество. Очень хочется надеяться, что каждый найдет свой путь выздоровления, Да. но обнадеживать тоже вот не хочется. Понятно, что процент выздоравливающих очень маленький. И, Ирма Константиновна, у нас эфирное время Да, заканчивается. Будем надеяться, что меньше будет этого зла в нашем Да, дай Бог. обществе. Спасибо, что были с нами в До студии. свидания.